Добрый день, Тяхшлар. Сегодня я, Кудермеков Айдар Владимирович, находясь в Австрии, хотел бы возразить Артему Головину и его рассказам об организации так называемого дикарского туризма в Республике Алтай и бездействии, высказать критику бездействием главы Республики Алтай-Харахордина. В Фейсбуке, датированном 20 мая 2020 года, гражданин России Артем Головин, организатор путешествий и авторских туров, он дословно сказал следующее, напечатал и опубликовал в условиях пандемии. Головин официально ожидает разрешения Роспотребнадзора Республики Алтай и Роспотребнадзора Алтайского края об организации так называемых дикарских туров в Горный Алтай. Более того, Головину нравится идея прорыва дикарским способом с палатками для зарабатывания денег для туристов. И он указывает, что вообще с местными алтайцами русские туристы не встречаются, и он может подрихтовать в кавычках, чтобы с алтайцами не встречались вообще. Меня глубоко возмутила как алтайца подобного рода публикация в Фейсбуке, и я хотел бы публично об этом заявить. Я надеюсь, что авторитетные люди и авторитетные алтайцы в Республике Алтай, как Валентин Владимирович Казымаев и госпожа Самаева, владелица фирмы Агуна, подключатся к широкому общественному обсуждению инициатив Артема Головина. Далее он указывает, что он может это все делать. Кроме того, я хотел бы возразить, что в Италии местные жители, итальянцы, уже неоднократно разбивали лобовые стекла автомобилей молотками, топорами, вилами и раскрашивали бортовые двери надписью COVID-19. Я лично, Кудермеков, призываю алтайцев брать с итальянцев хороший пример. То есть брать на виллы этих русских туристов, которые будут приезжать в Республику Алтай в нарушение федерального законодательства. Поскольку алтайцы будут находиться типа на самоизоляции, да, это в кавычках, а русачье из Барнаула, из Бийска, из Белокурихи будут приезжать якобы туристами и жарить шашлыки. И насмехаться над алтайцами. Вот. Махалу по-алтайски. Так вам и надо. Вы сидите по домам, а мы тут отдыхаем, развлекаемся с девицами. Вот. И поскольку в Белокурихе уже есть один коронавирусный больной, это будет второй волной и третьей волной завозной инфекции, новой коронавирусной инфекции из Белокурихи Алтайского края. Общеизвестно, что заместитель главы Ангудайского района Антонина Алексеевна Саламова заразилась именно через Барнаул. Ее дочка проживает в Барнауле Алтайского края и перевезла модную болезнь куршавельских проституток из Барнаула в Ангудай, Республики Алтай. Далее. Я работал в курорте Белокуриха и трудился официально в двух санаториях. Это ОАО «Санаторий Алтай-Вест» и ЗАО «Курорт Белокуриха». Я изнутри знаю, как устроена система туриндустрии в Белокурихе и как русачье белокурихинское зарабатывает деньги на красотах Горного Алтая. Конкретно до сих пор, по состоянию на 21 мая 2020 года, санаторий Алтай-Вест опубликовала объявление туристической фирмы Шеди Тур об организации туристических маршрутов и туров от имени Шеди Тур из курорта Белокуриха, конкретно указывается санаторий Алтай-Вест, улица Славского, 37, в Чемальский район и прогулки по Арактойскому мосту. И стоимость они заложили 1700 рублей. Лицензии на туроператорскую деятельность Наталья Валерьевна Шелудякова и турфирма Шеди Тур не имеет.
Сам санаторий Алтай-Вест, они не связываются с этими туристами, они, так сказать, отдают на аутсорсинг индивидуальному предпринимателю или вообще гражданину без образования юридического лица ИП БЮЛ. И подобного рода люди, которые скрывают свою фамилию под криминальной кличкой Виталий Джазатор, они создают фейковые страницы, мол, они организуют туры. И в Улаганский район, и в Усть-Коксинский район, и на Телецкое озеро, да хоть куда. Главное, чтобы туристы, тюменские нефтяники платили такие деньги. Из закрытия границы Республики Алтай, в том числе на Айском мосту, на границе с источником Аржансу, на границе с Солонешинским районом и Турачакский район, это создает административные барьеры. Они привыкли воровать деньги, не платя налоги ни в бюджет Республики Алтай, и тем более общеизвестно, что ООО «Санаторий Алтай-Вест», турфирма «Шеди Тур» и эти квази-участники, как Виталий Джазатор, они не платят курортные сборы в казну Алтайского края. Я полагаю, губернатор Томенко Алтайского края внимательно посмотрит это видео из Австрии и сделает выводы в отношении этих квази-участников туристического рынка из города Белокурихи, именно конкретно в отношении этого Виталия Джазатора и фирмы Шеди Тур и юридического лица санатория Алтай-Вест, которые воруют деньги и не платят налоги и в бюджет Алтайского края, и в Республике Алтай. Далее, речь идет о том, что эта фирма Шеди Тур, она не обладает никакой туристической лицензией для проведения турбизнеса в Республике Алтай. Конкретный пример я вам расскажу. Вот смотрите, эта Шеди Тур могла бы организовывать туры на Красной площади города Москвы. И могла бы, допустим, говорить, они там занесли пухлый конвертик с 1 000 000 рублей заместителю мэра города Москвы Раковой. Хотя никакой лицензии у них нет. И вот представьте, какое будет столпотворение белокурихинских туристов на Красной площади. Но это уже мэр Собянин не допускает. А глава Республики Алтай, Хорохордин, и предыдущий сношатель алтайцев, в кавычках, Бердников, разрешал подобные преступления, нарушения налогового законодательства. И товарищ Мишустин, премьер-министр России, я тоже полагаю, его помощники будут весьма удивлены такому очень оригинальному горно-алтайскому подходу в развитии туризма в период пандемии коронавируса. Далее. Отсутствие лицензирования и бездействие главы Республики Алтай Хорохордина сводится к тому, что с 1 июня 2020 года санатории города-курорта Белокурихи уже начали бронировать места и продавать санаторно-курортные путевки. К чему это приведет? Именно к тому и приведет, что эти квазиучастники туристического рынка, как Виталий Джазатор, будут прорываться дикарским способом на Арактойский мост, на Телецкое и в Усть-Коксу, что приведет к новым вспышкам. И поверьте, обращаю ваше внимание, Кюндюлю Алтай-Улус, уважаемые алтайцы, Чемальский район будет новой вспышкой, как в Республике Дагестан. Далее. Я знаю, что YouTube-версию телеграм-канала «Австрийский алтаец» подписан авторитетный человек в Республике Алтай в области туризма Валентин Владимирович Казымаев и другие авторитетные люди, которые работали длительное время в сфере туризма. Я обращаюсь ко всем алтайцам, которые трудятся в туризме, и непосредственно к Самаевой Любовь Николаевне, директору фирмы «Агуна», которая занимается охотничьим туризмом. Так вот, хотелось бы попросить авторитетных алтайцев включиться в широкое публичное общественное обсуждение инициатив Артема Головина, поскольку подобного рода организация дикарского туризма с прорывом государственных границ Республики Алтай в период пандемии привлечет новых туристов, в том числе из Москвы, авиакомпании «Сибирь», которая является главным перевозчиком зараженных москвичей в город Горно-Алтайск и конкретно в Маиминский аэропорт. Кроме того, необходимо отметить, что лично, обращаясь к Валентину Владимировичу Казымаеву,
поскольку белокурихинские гиды распространяют клевету о станции туризма в Республике Алтай, а именно в селе Тюгурюк и селе Тюнгур Усть-Коксинского района станция туризма под руководством Кызымаева якобы, обращаю внимание, в кавычках, бросила русского туриста на умирание. И подобного рода клевета и байки, они среди белокурихинских, бийских и барнаульских гидов, экскурсоводов широко существуют. И такого рода фейки они намеренно осуществляют, что вот алтайцы, они бросают русских умирать, там ногу сломал где-то высоко в горах рядом с горами Белухи. И прошу Валентина Владимировича Кызымаева конкретно ответить на подобного рода клевету, которую распространяют из Белокурихи. Что еще необходимо отметить? Нужно создать карательные отряды из числа алтайцев, из исполнительной власти, из депутатов, чтобы они могли вылавливать подобного рода организованные группы дикарских туристов и поручить эти операции по вылавливанию нелегальных туристов ОМОНу, Росгвардии. И половину штрафов, 50%, передавать сельсоветам. Конкретные примеры. В Уськанском районе есть свалка ТБО в селе Уськан, выше улицы Юбилейной, над Уськанской районной больницей. Так вот эти все фекалии, стоки, они обратно бегут по улице Юбилейной именно в эту Уськанскую больницу, которую возглавляет главный врач Сазанкин. Или же передать эти 50% Крылыкскому сельсовету, где уголовник Валерий Барышев заворовался и не отбуртовал все свалки и полигон ТБО. И подобного рода бездействия, связанные с тем, что такие квазиучастники туристического рынка намереваются и уже будут действовать в июне, в период пандемии коронавируса. И получается такие разнобой двух субъектов Российской Федерации, как Алтайский край и Республика Алтай. Знаю, что многим это видео и мои комментарии не понравятся, это их право, но алтайцы вправе также и знать, и защищать свое право на экологическую чистоту. Тяхшы Дюргар, подписывайтесь, делитесь этим видео, сами знаете, делайте вот так, ставьте лайки. Я открыт к комментариям и к широкому обсуждению. Тяхшы Дюргар.